Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшейкшара. Здравствуйте. А сейчас коротко о главных темах. Защита дипломных работ прошла в Сухумском художественном училище имени Чачба. Ритинский национальный парк переходит на цифровой учет. На КПП установлены первые кассовые аппараты. В Абхазии официально открылась первая лаборатория креативного предпринимательства. В Абхазии сформирован достаточный запас топлива для полного обеспечения республики. В рамках системных мер, предпринятых правительством, в страну активно поступают крупные партии нефтепродуктов, сообщил министр энергетики Батал Мушба. По словам министра, за минувшие выходные в Абхазию было доставлено 19 цистерн с горючим. В понедельник прибыло еще 38. Параллельно с получением новых грузов идет активная отгрузка топлива населению. Абхазская государственная топливная компания уже реализовала на автозаправках станциях 300 тонн бензина. В рамках предпринятых правительством мер на сегодняшний день в Республику Абхазия уже поступили объемы топлива. 19 цистерн поступило за выходные. В понедельник поступило еще 38 цистерн. И сегодня запланировано поступление 19 цистерн разного вида топлива. Абхазская государственная топливная компания уже раздала автозаправочным станциям бензин в объеме 300 тонн. И далее запланировано поступление законтрактованных и оплаченных нашими компаниями топлива на территорию Республики Абхазия. Все это говорит о том, что топливо поступает в Республику Абхазия. На текущий момент сформирована достаточная база для обеспечения всех текущих потребностей нашей страны. Первую онлайн-кассу установили на КПП при въезде в Ритинский национальный парк. Теперь каждая покупка билета моментально отражается в программе Министерства по налогам и сборам. Это стало возможным благодаря сотрудничеству абхазских и российских налоговиков. В пилотном проекте будут участвовать налогоплательщики, крупные компании, индивидуальные предприниматели. Им установят кассовые аппараты двух видов. Аппараты сохраняют данные примерно 72 часа. Поэтому им не страшны временные отключения электроэнергии и интернета. Необходимость данной установки именно на этом объекте, на Ритинском, вызвана тем, что у нас начало туристического сезона и поток туристов большой именно в этом направлении. И как раз в рамках пилотного проекта мы можем посмотреть технические данные, посмотреть, выверить для того, чтобы проверить, как работает система, как идет обмен информацией, чтобы когда она уже будет приступать к своей заключительной фазе, у нас технически было все готово, отлажен программный продукт, отлажена наша серверная часть, и мы могли без проблем работать. Ритинский заповедник — это первая часть, а так во всей республике будет установлено. Мы выбрали 20 крупнейших организаций, это разного направления, это розничные продажи, крупные ательеры, крупные, скажем так, гостиницы, рестораны, чтобы мы могли охватить как можно больше слоев бизнеса и все проблемы, которые возникают, уладить. Ведь со своей стороны, если мы подготовим программный продукт, также необходимо есть бизнес, чтобы подготовился, чтобы он свои программные продукты, чем он пользуется, тоже соответствует требованиям закона, могли взаимодействовать с онлайн-кассами. И это приблизительно будет до конца 2026 года. Точные сроки у нас на сайте министерства все обозначены, периоды пилотного проекта. Таким образом будет охвачен все направления бизнеса, все его виды и все вопросы, которые в результате этого взаимодействия будут возникать, мы будем решать и будем уже, как я ранее повторил, готовы к полной эксплуатации онлайн-касс. Экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначен послом России в Абхазии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее его кандидатура была рекомендована Комитетом Госдумы по делам СНГ. Гладков сменил на этом посту Михаила Шургалина, который был назначен послом в мае 2022 года.
УВД по городу Сухум проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию Кишмария Беслана Дмитриевича, 1994 года рождения, подозреваемого в нанесении огнестрельного ранения жителю Сухума. Утром 25 июня в результате словесной перепалки, переросшей в конфликт, подозреваемый из имевшегося огнестрельного оружия выстрелил в область ног оппонента и скрылся с места преступления. Пострадавший был доставлен в больницу с огнестрельным ранением нижних конечностей. Неизвестные лица разрисовали гранитный парапет на набережной Сухума. Администрация города с глубокой озабоченностью отмечает факт нанесения ущерба элементам благоустройства набережной. Подобные действия не только портят облик нашей столицы, но и наносят прямой материальный ущерб, сводя на нет усилия, направленные на ее преображение, говорится в обращении, опубликованном в СМИ. Мэрия обращается к гражданам с просьбой проявлять бережное отношение к городскому имуществу. Любые акты вандализма, нанесения надписей, рисунков или иные действия, ведущие к порче объектов благоустройства, недопустимы. Они не только нарушают общественный порядок, но и влекут за собой административную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Лаборатория креативного предпринимательства открылась в Абхазии. Среди участников – бизнесмены, художники, блогеры, ремесленники, работники медиасферы. Программа рассчитана на 2 месяца с еженедельными встречами раз в неделю. Подробности в репортаже Миланы Агрба. В Сухуме стартовала уникальная образовательная программа «Хаба» – лаборатория креативного предпринимательства. Ее главная цель – помочь начинающим бизнесменам выйти из зоны самозанятости, упаковать свой продукт и запустить мощные продажи. Вы сегодня от идеи, от позиционирования, от креативных разных идей пришли в конце в проекта к готовой бизнес-модели. Готовой бизнес-модели, которая может быть монетизирована. У творческих и креативных предпринимателей есть особенность. Особенность в таланте. Они могут придумать что-то гениальное, из ряда вон выходящее, но они не всегда понимают, как продать продукт, который они создали. Обучение построено максимально интенсивно. Участников ждут 8 недель работы в гибридном формате. Это живые офлайн-встречи и онлайн-трансляции. Разбирать кейсы и делиться опытом с предпринимателями будут сразу 24 топовых эксперта. Светлана Ангфаб поделилась с участниками своим опытом и рассказала о том, как начинала свой путь. Свой путь я начинала еще в 2015 году с маленького магазинчика одежды. Мне было тогда 18-19 лет, и я начинала, у меня был бутик женской и мужской одежды. И получается, что вот эта юная девочка всегда хотела идти к масштабу, масштабироваться и придумывать что-то новенькое, интересное. Тогда мы начали развивать только соцсети, появился Инстаграм, и нужно было сделать свой ник в Инсте. Но, соответственно, там были разные пользователи уже заняты, и как-то я вела Света Космо, а мой магазин назывался на тот момент Космо, и меня Инстаграм за это зарегистрировал. И тем самым началось продвижение имени Света Космо в соцсетях. Вся программа разделена на 3 больших тематических блока. Первый этап – это фундамент построения бренда и позиционирования. Уже на старте предприниматели формулируют миссию своего дела и находят то самое уникальное торговое предложение, которое выделит их на рынке. Второй блок полностью посвящен продвижению. Вектор смещается в сторону современных технологий, лекции по СММ, цифровым коммуникациям и внедрению искусственного интеллекта. Здесь участников учат автоматизировать процессы, настраивать воронки продаж и прописывать работающие скрипты для общения с клиентами. Заключительный шаг – масштабирование и аналитика. Чтобы вас знали. Это не то, чтобы мы пытаемся преуменьшить значимость таланта. Нет, это, к сожалению, о том, что в информационном поле такие люди, которые создают что-то руками, да, вот вы у нас создаете кожаные изделия, кто-то ювелирные изделия, кто-то украшения. Вот. Это про то, что надо развивать свой бренд, чтобы о нем знали и говорили.
Предприниматели презентуют свои обновленные бизнес-проекты перед экспертами и инвесторами, чтобы доказать их инвестиционную готовность и получить поддержку для дальнейшего развития. Милана Агарба, Инава Сурия, Абхазское телевидение. Защита дипломных работ прошла в Сухумском художественном училище имени Чачба. В этом году отделение живописи окончили 11 человек, отделение дизайна одежды – 5. Председатель экзаменационной комиссии Адгур Дзидзаря. За ходом экзамена наблюдала Аэлита Арутюня. Первым представил свою работу Богдан Зарандия, выпускник отделения «Живопись» Сухумского художественного училища имени Чачба. Она называется «Театр», где главный герой – всем известный Пьеро. Комиссия внимательно осматривала все работы. Находили как положительные стороны, как, например, определенный колорит картины, так и некоторые недостатки. Ну, например, что очень много деталей. Когда много деталей, надо вот все-таки что-то первостепенно, что-то второстепенно, что-то приглушать, что-то. Вот этот ритм создавать. Вот глаз начинает бегать, теряется. А глаз вы должны управлять. Соглашаться с чем-то, не соглашаться, но то, что он умеет внутри картинной плоскости создавать композицию и согласовывать пятна, большие, маленькие, я не знаю, по композиции. Наверное, есть у него такие уже знания. Работа Ани Самсония называется «Художник и модель». Вдохновлялась девушка наблюдением за процессом становления и работы художника. Можете наблюдать то, как художник держит палитру, то, как он ее выворачивает и показывает зрителю, и дает возможность зрителю глянуть на такой небольшой кусочек, фрагмент работы, над которым он работает, так как холст повернут к нам наизнанку и не дает такой возможности глянуть на работу. Вот. Цветовая палитра, она была подобрана не просто так. Здесь ограниченная цветовая палитра. Это было сделано для того, чтобы работа была собрана. Всего в учебном заведении около 100 учащихся. Отделение живописи в этом году закончили 11 студентов. Отделение дизайна одежды – 5. Саима Эшба, выпускница отделения дизайна одежды, выбрала темой национальный абазинский костюм. Мне нравится, как каждая деталь от узоров до ткани рассказывает свою историю. Создание абазинского костюма – это увлекательный процесс, который подтолкнул меня создать этот элегантный образ с элементами абазинского орнамента. Платье можно носить на любой праздник. Участники мероприятия с интересом разглядывали каждую деталь, ведь вместе они образуют единый образ, задуманный автором. Экзаменаторы задавали вопросы каждому выпускнику, давали советы, выражали свое мнение. Когда работают с таким материалом, возникает вопрос. Тема ваша называется традиционная. Да? А по факту мы видим все-таки, мне кажется, или стилизацию, или интерпретацию. Поэтому вот здесь вот вопрос. То есть если это традиционная форма, здесь должны быть и методы ее, да, и выполнение проекта в материале. Они должны быть все-таки приближены к традиционной форме. Если это стилизация, это все-таки должна быть стилизация. Бывшие студенты, нынешние выпускники, прошли нелегкий 4-летний путь. За это время они обучились многому, чтобы в будущем развивать свои знания в искусстве. За 4 года мы обучаем, воспитываем на базе данных, природных данных. Речь идет о содержании, форме, внутренней, внешней, о цвете, одним словом, академические знания с творческим уклоном. Идет процесс становления творческой личности, индивида. Руководителями дипломных исследований стали известные в Абхазии художники Надар Цвижба и Сюзанна Кварчия. Аэлита Арутюнян, Заурлиев, Абхазское телевидение. И в конце выпуска информация о погоде. По сообщению синоптиков, 27 и 28 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен дождь и гроза. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 22-27 градусов, температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.